Мосты дружбы – проект, который реализуется на территории нашей республики командой единомышленников при поддержке Росмолодежи. Они формируют единое этнокультурное пространство. Так, Ингушетию посетили уже несколько десятков туристов из Курской, Белгородской и Рязанской областей. Все они знакомятся с культурой, обычаями и достопримечательностями республики. Хава Газикова расскажет подробно. Вместо стен строим мосты. Первая часть этнографического тура включала в себя знакомство с ингушским этикетом, национальными блюдами и уроками лезгинки. А сейчас, оставив позади равнинные достопримечательности, туристы начали покорять горные. Гости из Рязанской области знакомятся не только с культурой региона, но и заодно осваивают основы альпинизма. Тут, к примеру, во Внушке им необходимо преодолеть больше 1500 метров над уровнем моря, чтобы добраться до нужной цели. Участников это ничуть не отталкивает. Погода благоприятствует, настроение отличное, что и подтверждает Наталья Винокурова. Хочу сказать, что туристов нужно сюда привозить обязательно, чтобы вот весь этот колорит, весь воздух, вот все это максимально впитать и вот так вот повернуться туда, сказать так вау. Вот. Да, это здорово. Вообще количество кислорода, что кружится голова. Кружится голова и прям вот легкий страх. Присутствует легкий страх, адреналинчик. Участники признаются, 4 дней на то, чтобы проникнуться ингушскими адатами и вместе с этим насладиться пейзажами и архитектурными памятниками, недостаточно. Полина Катуницкая в республике, как и все в этой делегации, впервые делится, что приятно удивилась гостеприимности еще по приезде в аэропорту, когда увидела надпись. Написать своим родным, друзьям и близким, что вы добрались и с вами все хорошо. И от этого становится так тепло и так уютно, что ты чувствуешь себя как дома. И вот это, наверное, запомнилось больше всего, запало в душу, потому что это первое, что ты видишь, первое, с чем ты сталкиваешься вообще. А так красота невероятная. И горы, и такой воздух, и люди очень-очень добродушные и очень гостеприимные. И это чувствуется, что ты здесь прям дорогой гость. Это очень приятно. Путь, который проходят гости, знакомит их с историей, традициями, обычаями. Республика обладает уникальной и самобытной культурой, что сразу привлекает гостей. Сейчас туристы с удовольствием слушают про памятник храм Тхабаерды. Этот храм датируется как христианский с конца 8-го, начала 9 века. То есть в этот период приехали миссионеры со стороны Грузии и, увидев, что местные жители исповедуют язычество, они начали их привлекать к христианству. Привлекали таким образом, что давали новорожденным детям, родителям этих детей, золотую монету. Благодаря мостам дружбы регион уже посетили 30 человек из Курской и Белгородской областей. Многие стереотипы, связанные с Кавказским регионом, развенчались мгновенно. Контакт налажен. Изначально, если для них это была какая-то неизведанная территория, многие даже спрашивали, нужен ли там загранпаспорт, когда они сюда ехали. Но приехав сюда, больше всего впечатляют, наверное, как и наши пейзажи, наши башни, так и сами люди очень интересуются нашей культурой. Очень интересно бывает, когда они узнают, что, например, у нас там с тещей нельзя видеться. Укрепление межнациональных связей и знакомство с турпотенциалом Ингушетии – вот две основные цели проекта, в котором с удовольствием принимают участие люди, связанные с туристической отраслью. По словам председателя Комтуризма, в этом плане успехи большие есть. Итогом приезда сюда Белгородской области представителей уже компания, наш туроператор, не буду называть ее, уже формирует тур для туристов Белгородской области. Это один из показателей, да, если туристы в итоге по факту приедут отсюда уже довольны и под впечатлениями, это будет продолжаться, и мы в конце концов наладим туристический поток. А уже в конце ноября делегация из Ингушетии, принимавшая гостей, в рамках проекта отправится в Курскую, Белгородскую и Рязанскую области с ответным визитом. Хава Газикова, Ахмед Гандаров, Новости 24.